Ингушетия в целом выполнила показатели дорожной карты по платежам за энергоресурсы. Об этом говорили в ходе заседания межведомственной рабочей группы под председательством главы республики Юнусбека Евкурова и замминистра России по делам Северного Кавказа Владимира Кузнецова. При этом платежная дисциплина именно физических лиц вызывает вопросы. На совещании были детально обсуждены проблемы разбаланса платежной дисциплины жителей республики, взаимодействия ресурсоснабжающих организаций и службы судебных приставов. По словам Юнусбека Евкурова, к концу года будут подведены итоги работы. По его результатам главы 3 населенных пунктов с лучшими показателями получат хорошие подарки. За худшие показатели чиновники могут лишиться своих должностей. Также руководитель субъекта подчеркнул, что Ингушетии нужно перенять опыт соседних республик, у которых стопроцентные показатели по собираемости налогов с населения. Есть плюсы в бюджете республики, есть местные бюджеты, стопроцентная оплата, есть хорошие сдвиги по активам, по консолидации, есть хорошие наработки у силового блока, но, к сожалению, самая большая проблема, которая есть, это, вот, конечно, те долги, которые по населению за газ и за электроэнергию. Почему у некоторых руководителей плюс 1 или 2%, товарищ председатель правительства, разберитесь. Мне отдельный план буквально на 10-11 месяцев. Какие показатели должны быть. Все силы бросить на то, чтобы выровнять ситуацию, улучшить ситуацию, в том числе не только по бюджетным организациям, по местному бюджету, по ЖКХ, но и по населению. Все энергоснабжающие организации должны каждый день свою работу выкладывать на своих соцсетях. И мы должны видеть, чем вы там занимаетесь. Деятельность тех структур, которые должны жестко реагировать на незаконные действия тех или иных граждан. Потому что по судебным приставам в процентном соотношении мне вот доклады, что вы там собрали там 10, 15, 20%, не интересует. У нас должна была быть, еще раз сейчас посмотрите, как я поставил задачу. Уточните, когда мне должны были доложить по дорожной карте, я сказал уточнить ее по разбалансу, по потерям. И такую же дорожную карту судебный пристав буквально завтра или послезавтра, вот 29-го, мне представите по сборам. Вот в дорожной карте четко указать, сколько вы должны собирать. И попробуйте мне это не собирать. А вы уже там посмотрите с учетом роста. Если там с первого квартала там, следующего года пойдет рост по сборам, тогда можно там дорожную карту крутить и пойдет дорожной картой работать. Отслеживать незаконное подключение для участковых в том числе. И второе, повторное подключение. Там, где есть рецидивы реально, здесь я тоже просил бы максимально подключиться и, ну, если не ежемесячно, то хотя бы ежеквартально давайте сделать разбор. Какую работу в этом плане проводит. И третий вопрос. Когда это по отдельно программу надо сделать, план сделать, вот сегодня протокол включите, третий вопрос. Это был по квартирным домам. Когда, ну, где-то процентов у нас, сейчас мы зайдем микрорайон целый, это целый город в городе, почти 1000 квартир. Это очень сильно влияет на дисциплину, платежную дисциплину граждан. Ну и крайний вопрос. У нас хороший есть опыт в регионах. Председатель правительства составит план выезда, изучения опыта. Как образец возьмите Карачаево-Черкесию, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию. Каждый там регион направит по группе людей вместе с энергоснабжающими организациями, вместе с главами муниципальных образований, сельских поселений, особенно тех, где хуже всех.